В республике будут и дальше открывать новые пожарные посты и развивать добровольные дружины. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Главного управления МЧС по Коми Олег Мануйло. Он подвел итоги работы ведомства и ответил на вопросы журналистов. Евгений Ракин тоже задал вопросы главному спасателю региона. 2012 для спасателей Коми был довольно удачный. Лучшее по северо-западу, вручение знамени, меньшее количество пожаров. И только статистика по ДТП неутешительна. Роль спасателей в ликвидации дорожных аварий с каждым годом все ощутимее. Но МЧС не хватает спецтехники, заявил Олег Мануйло. Пока найдут водителя, пока там договорятся, дорожники, там, муниципалы, это уходит время. Поэтому я буду выходить с предложением главе республики на заседании по безопасности дорожного движения, чтобы была такая техника приобретена и установлена на федеральной трассе. И вот это левое плечо, или можно сказать, центр республики, это в Ухтасах, это в Карде, это в районе Книжполгоста. Главный спасатель Коми доложил об успехе добровольческих дружин. За прошлый год их силами потушено 12 пожаров, спасены 2 человеческие жизни. А вот перспективы Арктического спасательного центра в Воркуте пока не ясны. Его строительство первоначально было намечено на следующий год. Однако соседи опередили. В Ненецком автономном округе аналогичный объект будет сдан в августе. Четких каких-то указаний, и кто будет заказчиком, строительным, это будет Северо-Западный региональный центр или будет МЧС России, не могу сказать. Но я думаю, что вот сейчас министр будет подводить итоги, тем более новый министр, он впервые собирает и начальников главных управлений, и руководителей субъектов, которые там будут присутствовать. Я думаю, там будут поставлены более четкие задачи. Олег Мануйло убежден, для Севера Республики Арктический спасательный центр крайне необходим. Возможно, судьба его определится в конце января на совещании в Москве. Евгений Ракин, Иван Богомолов, телеканал Юрган.